Из-за указа президента России о частичной мобилизации призывная кампания в стране была перенесена, и официально она начинается уже с 1 ноября. Вся необходимая работа в военном комиссариате Малгобекского района проведена. Отсюда планируют отправить в ряды вооруженных сил России 60 человек. В целом на военную службу в стране будут призваны 120 тысяч человек от 18 до 27 лет. Это намного меньше, чем в прошлом году. Сейчас все военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией. Тем не менее, приоритетные вопросы с осенним призывом практически решены. В военном комиссариате Малгобекского района потенциальным призывникам вручены повестки. Списки срочников уже сформированы. Сегодня, согласно заданию вышестоящего командования, мы должны отправить вооруженные силы Российской Федерации, другие войска, воинские формирования, 60 человек, 60 призывников. Это задание разделено, военный комиссариат находится на территории обслуживает, то есть два муниципальных образования, городской округ Малгобек и Малгобекский муниципальный район. Оно в соответствии количества призывников, состоящих на воинском учете, распределено по двум муниципальным образованиям и доведено до глав муниципального образования к исполнению. Армия – это не только военная и спортивная подготовка. На службе есть возможность получить востребованную военно-учетную специальность. Тем более срочники могут сами выбрать направление. Есть Федеральная служба войск Национальной гвардии, призываются в этом призыве. Есть сухопутные войска, есть воздушно-космические силы, военно-воздушные силы. Одним словом, разный род и вид войск. Как раньше призывали, так и сейчас мы призываем. Которые у нас вот весной призывались ребята. Мы тоже 60 человек отправляли, 64 человека мы отправили в весеннем призыве. Они все абсолютно хорошо себя там проявили, идут добрые слова, служат хорошо. Военкоматы стараются оповестить призывников заказными письмами. Многие повестки не удается вручить из-за того, что призывников не бывают дома и чаще всего они бывают на заработках. Так или иначе, отдавать долг родине – обязанность каждого гражданина. Призывник должен, согласно КАПа, в течение 10 суток по любому изменившимся обстоятельствам его жизни он должен подойти в военкомат и заявить об этом. Без всякой повестки военного комиссариата, прошедшем призыве за уклонение от явки в военный комиссариат, от явки на отправку в вооруженные силы, следственным отделом города Малгобек по отношению призывников именно города Малгобек, Малгобекского района возбуждено 6 уголовных дел, они все переданы в суд. Еще один важный момент. В военкомате отмечают, солдаты-срочники во время прохождения службы не будут отправлены на специальную военную операцию. С начала военной операции призванных, я за других не могу говорить, конечно, по всей России, но я знаю, что призвано из нашего города, то есть нашим военным комиссариатом ни один призывник, призван на военную службу по призыву, участие в специальной военной операции не принимал. И на сей счет есть приказ министра обороны Российской Федерации, что призваны на военную службу по призыву, их забирать для участия в специальной военной операции не будут и не будут привлекать. Они будут увольняться, как положено, согласно указа президента Российской Федерации, и никаких повесток там им давать, чтобы их вызывать для участия в специальной военной операции, ничего не будет, их будут увольнять своевременно по окончании срока службы. Впереди у призывников процедура прохождения медицинской комиссии. Хоть призывная кампания и стартует на месяц позже, но согласно указу завершится она по традиции к началу Нового года. Лина Сычоева, Магомед Аскиев, Новости 24.